Я продолжаю писать карту дня на 12 сентября. Это у нас будет понедельник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, у меня есть первая часть этого видео. Ссылочку я оставляю для вас под этим видео в описании. Нажимаете, переходите, находите свой знак. Или можете еще оставлять запрос в комментарии. Пишите, мне нужна ссылка на первую часть, если вы не хотите искать. Так, хорошо, смотрим. Весы. 12 сентября, понедельник. Что будут за события у весов? Покажите мне. Смотрим весы. Успех, первое событие. Да, то есть лавровый венок еще может показывать победу, какой-то результат очень хороший для вас. Все, что будете делать, все будет для вас складываться успешно. События в месяце. То есть это какое-то событие, которое каждый месяц с вами происходит. Два сердца нельзя. Ага, яблочко есть. Яблочко — это слезы. Ну, пока я не вижу повода, да, для слез печали. Есть только поводы для слез радости, да, от успеха. Сейчас посмотрим дальше, что еще события покажут. Ожидания нельзя. Проверяем периметр. Информация, получение какой-то новости. Это может быть смс, либо письмо на электронную почту. Флаг, победа. Слушайте, у вас точно будет какой-то крутой результат в этот день. Смотрите, да, два события выпало. Лавровый венок — это венок победителя. И выпала сама победа, флаг. Какая-то победа может быть. Так что если у вас какие-то соревнования в этот день, да, или может быть там суды, вы с кем-то меряетесь силами, то точно вы победите. Показывает встреча. Это может быть на какой-то деловой встрече. Это связано с делами. Победа на деловой встрече. Если какие-то переговоры, может быть, в этот день. Угу. Так, и больше не вижу. Получается, у вас в этот день успех однозначно. У вас успешный день. У вас события, которые повторяются каждый месяц. Получение информации, новости в электронном виде. Слезы. Ну, видите, то есть тут повода нет для слез, печали. Поэтому я думаю, это будут слезы радости. Деловая встреча и победа на этой встрече. В общем, вот такой у вас замечательный день. Так что, весы, понедельник у вас прям вас ждет успех. Благодарю за внимание и перехожу дальше к скорпионам. Сейчас будем смотреть, что у скорпиончиков. Так, скорпиончики. 12 сентября, понедельник. События для скорпионов покажите мне. Смотрим. Сразу же прибыль. Скорпиончики, сундучок с деньгами. Прекрасно, да? Прекрасное начало дня в понедельник. Угу.
Дальше не очень хорошо. Какое-то разочарование, печаль. Может быть, что-то вас может расстроить. Сейчас, может быть, покажут нам карты, что именно это может быть. Решится какой-то вопрос в этот день у вас, в понедельник. По ножницам, да, отрезали и забыли. Застолье может быть. Угу. Ну, пока я не увидела повода для печали, пока мне непонятно. Сейчас еще посмотрим горизонтали, вертикали. Горизонтали нет, вертикали. Казенный дом. Посещение госучреждения. Да, то есть это может быть, например, банк, да, и в банке получение денег. Ну, это что угодно может быть. Школа, садик, банк, налоговая, суд. То есть любое госучреждение. Так, здесь у нас нет. 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 Нет, я больше не вижу совпадений. Получается, смотрите, все события хорошие. Посещение госучреждения, прибыль. Хотя, может быть, в госучреждении вас кто-то или что-то расстроит, но они слишком далеко друг от друга, маловероятно. То есть посещение госучреждения, получение прибыли, финансов, решение вопросов в госучреждении, ножницы. Ножницы с книгой часто обозначают, что ножницами вы отрезаете себе свой листик, да, то есть получаете какой-то документ, справку, бумагу. И застолье показывает. Вот ближе всего печаль к застолью. Либо какой-то повод не очень хороший, да, для застолья, ну, например, на поминальный день. Либо еще как вариант, может быть, на этом застолье просто произойдет какая-то неприятная ситуация. Да, ссора, не знаю, разные мнения, да, поругаетесь, будете выяснять. То есть вот, возможно, так еще проиграется. Ну, либо глубокая печаль, просто что-то вас расстроит. Где-то что-то услышали, узнали и расстроились. Вот единственный минус — это вот этот колодец. А так все остальные события, наоборот, да, показывают, что будет получение, будет решение вопросов, то есть все прекрасно. Ну, как говорится, не все коту масленица, да. Один изъян все-таки есть. Благодарю вас за внимание, скорпиончики, и перехожу к стрельцам. Смотрим, стрельцы. Стрельцы, 12 сентября, понедельник. События дня. Сразу же неприятность у вас выпадает. Расческа. Тайная какая-то встреча. Болезнь, плохое самочувствие, либо еще, возможно, вы будете заниматься своим здоровьем. Может быть, еще как вариант, из-за неприятности портится настроение, да, то есть начинает болеть голова, плохо себя чувствуем, да, потому что находимся в негативных эмоциях. Решится какой-то вопрос. Возможно, на вот этой тайной встрече решите вопрос. Обман. Неприятность, обман. Вот какая неприятность. Вас могут обмануть. И вот, возможно, вас это очень сильно расстроит. Вы поймете потом, что был обман.
Да, скользкое дело. Это всегда, когда вас пытаются затянуть в какую-то схему по рыбе, да, то есть вас кто-то пытается как рыбку поймать на крючок, что-то предлагает, обманывает. То есть эти два события четко указывают на обман всегда. Предлагают что-то очень выгодное, да, там, например, купи одно, второе в подарок, да, то есть, или там скидка там чуть ли не 80%, но это всегда вот какая-то такая замануха, да, куда вас заманят и обманут. Или вложи деньги, там, получишь через неделю 300%, да, прибыли, то есть это вот из этой серии. Змея. Видите, опасный человек. Это какой-то человек будет жульничать. Дети. Цыпленок. Событие, связанное с детками. Так, и смотрим еще, что по периметру для вас. Прибыль есть. Финансовые поступления. Смотрите, прибыль, обман. Может быть намек. Да, то есть хотели получить прибыль, а получили обман. Да, то есть так тоже может быть. Поэтому будьте осторожны. В этот день максимально осторожны вы должны быть с деньгами. Покупая, одалживая, занимая, оформляя кредиты. То есть все, что связано с деньгами. Ну, плюс, опять же, ретроградный Меркурий, не забываем, с 10 сентября начался. Да, в этот день все оформления, все покупки, обычно все это или некачественно, или ломается, потом это приходится возвращать. В общем, постоянно такая вот неприятная ситуация, проблемы какие-то вечно создаются. Угу, так, и здесь нет. Получается, у вас выпадает, ну, день у вас не очень, да, честно говоря, потому что много плохих событий, поэтому вам надо быть очень осторожными в этот день. У вас выпадает неприятность, выпадает тайная встреча, какая-то свидание, возможно, какие-то проблемы со здоровьем, или вы будете заниматься здоровьем, поэтому череп и выпал. Решится вопрос какой-то, следите за деньгами в этот день, потому что возможен обман. Да, то есть скользкое дело, какое-то скользкое предложение от змеи, от человека, который хочет обмануть. И еще в этот день будет общение с детками у вас. Могут быть не ваши дети, там могут быть дети друзей, там могут быть племянники, крестники. То есть часто показывает, что мы проводим время с детьми. В общем, будьте осторожны. У вас, в принципе, видите, есть и хорошие события, да, то есть решение вопросов, дети. Но есть как бы и много указаний на то, что может быть неприятность из-за обмана. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вас никто не обманет теперь. Вы будете всех проверять. Переходим дальше к козерожкам. Так, смотрим козероги. 12 сентября. События дня для козерогов. Так, козерожки. Смотрим, что у вас в понедельник. Шарики, первое, что я вижу, это обозначает очень хорошие новости вы получите. И рядышком выпадает дерево, это приглашение. Решится какой-то вопрос, какое-то дело. Может быть, это и будет хорошими новостями, да, то есть вам позвонят и скажут, что решился какой-то вопрос. Или напишут, неважно, каким образом. Череп. Череп показывает тему здоровья, тему медицины. Будете заниматься в этот день этой сферой.
общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Да, человек в короне, имеющий положение, статус, звание, может быть в форме. То есть это может быть, например, врач, если мы говорим здесь о больнице, о медицине. Либо человек, который помогает решить вопросы. Да, например, там налоговый инспектор, да, в налоговой. Судья в суде, например. То есть, ну вы поняли, да, схему. Подарочек. Ложится еще рядом с темой здоровья подарочек. Возможно, подарочек для этого человека, да, чтобы он был более расположен. Какой-то презент. Так, цыпленка нельзя. Рыба еще есть. Но рыба это не очень хорошо. Рыба тут испортила всю картинку. Рыба это какие-то схемы, махинации, да, то есть это когда вот вас пытаются обмануть. И еще может быть свидание, приятная встреча в этот день. Приятная встреча, подарок. В общем, смотрите, значит, что получается. У вас в этот день точно будут какие-то хорошие новости, вас куда-то пригласят, возможно, на свидание прям с утра, да, на какую-то встречу приятную. У вас решится вопрос, вы будете заниматься своим здоровьем. Дальше подарочек, приятная встреча, общение с каким-то важным влиятельным человеком и скользкое дело. То есть тут, возможно, так как они шли друг за другом, да, сначала выпала корона, а потом рыба. То есть, возможно, от этого человека можно ожидать, да, какого-то подвоха. Может быть, он будет что-то такое интересное предлагать. И вроде как кажется, да, что такой человек обмануть не может. Да, то есть он же влиятельный, серьезный, а карты показывают, что может. Да, то есть он может вас втянуть в какую-то неприятную историю. Поэтому если кто-то в этот день будет что-то очень выгодное предлагать по рыбе, лучше не соглашаться. Или если очень сильно хочется, то надо обязательно будет перепроверять. Да, вот карта еще может как показывать. Вам предлагают, да, допустим, что-то. И перед тем, как соглашаться, позвоните, да, или, допустим, проконсультируйтесь у какого-то очень важного человека, который уже в этом специалист в короне. Да, то есть и пусть он вам скажет, связываться с этим или нет. Так тоже может проигрываться, понимаете? В общем, у вас единственное предостережение здесь – это быть осторожными с какими-то предложениями, очень выгодными. Если прям какая-то очень хорошая выгода, 100% это может быть обман. Поэтому лучше перепроверять такие предложения. Благодарю вас за внимание, козерожки, и перехожу я к водолеям. Так, водолеи. Смотрим. Двенадцатое сентября. События дня для водолеев. Понедельник. Что будет в понедельник у водолеев? Покажите мне. Смотрим. У вас будет какое-то колебание, сомнения, да, то есть это когда есть два варианта, сложно выбрать. Скорее всего, прям с утра будете выбирать. Значит, будет точно успех. Для вас в этот день будет успешным. Любовь, два сердца. Горячая большая любовь. Откроется какая-то информация, тайна, то, что было спрятано, закрыто.
Слезы нельзя. Больше я не вижу совпадений. Получается, 4 события выпадают у вас. Первое — это с утра какие-то выбор какой-то, колебания, да, между двумя вариантами. Дальше показывает, что вторая половина дня будет очень успешной. Успех. Все точно будет хорошо в личной жизни, и, возможно, откроется какая-то информация, да, которая была от вас долгое время спрятана. Возможно, эта информация поможет вам достичь каких-то результатов, успехов. То есть венок — это всегда какая-то окончательная точка, да, когда мы ставим точку в каком-то вопросе. И для нас это очень успешно, да, заканчивается. Так что, видите, у вас тут, в принципе, день очень даже неплохой в понедельник. Благодарю за внимание и перехожу дальше к рыбкам. Смотрим рыбки. Рыбки, 12 сентября, понедельник. События дня. Как хорошо, рыбки. Смотрите, первое событие у вас и сразу исполнение желания. В понедельник может исполниться какая-то ваша мечта. Подсвечник надежды. Надежды — это вера, да, в то, что все будет хорошо. Позитивный настрой точно будет. Так, есть слезы. Но это могут быть и слезы радости. Да, от того, что исполняется желание, мы вот прям рады до слез. Ожидание нельзя. Разлука. В принципе, могут быть и слезы с разлукой вместе. То есть кто-то может в этот день уехать, да, куда-то, и вы расстанетесь с человеком, но это на время. Временная разлука. Может открыться какая-то тайна, замок. Флаг нельзя, деловую встречу нельзя. Так, и здесь я не вижу совпадений по вертикали. Получается, у вас 5 событий в этот день. То есть исполнится какое-то желание точно. У вас будет очень позитивный настрой в этот день. Откроется какая-то информация. Вы что-то узнаете новенькое. И минус единственный — это вы с кем-то можете расстаться. То есть кто-то может уехать, например. Да? И слезы, возможно, с этим будут связаны. То есть это слезы расставаний, прощаний. Так что, рыбки, вот такой вот день у вас. Ну, тут, да, исполнение желания перекрывает, да, все какие-то не очень приятные события всегда. Так что, вот такая информация для вас.
Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.